Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о ключевых событиях. Почти 2 миллиарда рублей на добрые дела. На сегодняшний день участниками АТСАЛа стали более 7,5 тысяч человек. Реализовано более 31 тысячи проектов. Любовь к малой родине объединила участников форума «Атайсал». Этот мемориал «Скорбящая мать в городе Янаул» или вот эта мечеть – это лишь малая часть подобных историй проекта «Атайсал». В памяти благодарных потомков. Бишбулякцы хранят память о своих героях не только в мемориалах и обелисках. В честь ветеранов названы и благоустроенные родники. Жители Бишбулякского района приводят в порядок и обновляют военные обелиски. Чтобы люди приходили и видели, гордились своими дедушками и бабушками. На финишной прямой. 11 опор моста построили по уникальной технологии, которая значительно сократила сроки строительства. В Башкортостане завершается строительство участка скоростной автомагистрали М-12. Клали препятствия искусственно, если появлялось на дорожном полотне. Резкие торможения делали, чтобы мост испытать во всех позициях. Проект, объединивший людей со всей страны, на неделе в Башкортостане прошел очередной форум «Атайсал. Малая Родина». Участниками программы уже стали более 7,5 тысяч человек. Они реализовали добрые дела на сумму свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Цифра, конечно, условная, ведь много сделано из того, что нельзя измерить деньгами. О том, как важно не забывать корни и помогать развивать свою малую родину, расскажет Артур Шамсудинов. Представители разных религий, национальностей и жители других уголков страны. Но все выходцы из Башкортостана. Именно любовь к малой родине объединила участников форума «Атайсал». Каждый из присутствующих, достигнув личных успехов, помогает развивать места, где родился и вырос. Подтверждение того, что этот вклад и поддержка ощутима, назову всего 3 цифры. На сегодняшний день участниками АТСАЛа стали более 7,5 тысяч человек. Реализовано более 31 тысячи проектов общей суммой более 1 миллиарда 750 миллионов рублей. И в то же время даже эта внушительная сумма не отражает всего масштаба нашего общего движения. Михаил Малюшин помогать малой родине, селу Подлубово в Кармаскалинском районе, начал еще задолго до появления проекта «Атайсал». Уроженец этих мест всю жизнь прожил на севере. Достиг высокой должности, однако малую родину не забывает. В 2007 году, когда я пришел в школу с мамой, картина немного жутковатая была. Спортивный инвентарь сначала приобрели, потом сделали ремонт спортзала, ну а потом уже 2008 и последующие года это был средства мои были потрачены все сначала на школу. Настоящим альтруистом называют и бизнесмена из Санкт-Петербурга Камиля Хайруллина. Мужчина родом из башкирского села Султаново Челябинской области. Ни много ни мало он решил возродить деревню, построил фирму, возвел новые дома и раздал их желающим на безвозмездной основе. И по сей день он финансово поддерживает тех, кто хочет переехать в это село. Вообще говоря, важно, если не вперед, то хотя бы на месте устоять. Вы же видите, какими темпами деревня разоряется. Вот. Поэтому, а так, конечно, есть движение вперед, безусловно. Дети маленькие переехали. Вот, последняя семья, вот, меня очень порадовали. У них 3 маленьких детишек. В Башкортостане проект «Атайсал» официально запущен с 2021 года. Чтобы поддержать тех, кто сам хочет помочь, был создан одноименный сайт. Он позволяет неравнодушным присоединиться к реализации благотворительных программ. «Атайсал» – это проект, который меняет жизнь в самых разных уголках нашей республики. Наглядный пример на этих макетах. Это все то, что было построено в конкретных населенных пунктах усилиями земляков. К примеру, этот мемориал «Скорбящая мать в городе Янаул» или вот эта мечеть. Это лишь малая часть подобных историй проекта «Атайсал». В этом
этом году на форуме особенно много участников спецоперации, а также волонтеров, которые им помогают. Именно поэтому здесь же ветерану СВО Азамату Аюпову, который лишился обеих ног, вручили ключи от нового автомобиля. Машину приобрели по программе Госфонда «Защитники Отечества». Личный транспорт, он всегда нужен. Это мои ноги. Это мои ноги. В дальнейшем также жить. В дальнейшем также ездить на тренировки. Слэш-хоккей, булат. Автомобиль ручного управления выдается Государственным фондом «Защитники Отечества» бойцам с ампутацией нижних конечностей. Мы оформляем документы, социальные координаторы берут заявление и отправляем в комиссию Центрального аппарата Госфонда «Защитники Отечества». Ради Хабиров отдельно поблагодарил тех, кто вносит большой вклад в формирование гуманитарных конвоев в зону СВО, поставляет технику вплоть до бронемашин или в свободное от работы время шьет обмундирование, плетет маскировочные сети, помогает семьям бойцов. Благодаря проекту «Атайстал» мы объединены общей целью. Это сохранение и развитие наших важных исторических, культурных и природных ценностей. Не все измеряется деньгами. Помогать малой родине можно и сохраняя культуру и обычаи. Сама я уроженка Хайбулинского района. И в течение последних 10 лет мы живем всей моей семьей в городе Санкт-Петербурге. Мы проводим различные мастер-классы, концерты на различном уровне, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. И мы способствуем сохранению, в первую очередь, башкирского, родного нашего башкирского языка. В рамках проекта «Атайсал» оборудовали около 950 детских и спортивных площадок. Построили и отремонтировали более 500 мечетей и церквей. Провели более 15 тысяч мероприятий. Список добрых дел очень внушительный. Как отмечают участники форума, подобных проектов в других регионах нет. И это только доказывает: башкортостанское землячество – уникальная сила, которая строит и лечит. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торская в зоне проведения спецоперации. Он отметил стойкость, мастерство и высокие результаты соединения на Краснолиманском направлении, где 19-й танковый, 36-й, 37-й и 31-й мотострелковый полк Башкортостан продвигаются вперед. Почти 10 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и отвагу в боях. Андрей Белоусов выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении воинского долга и приближении победы. Тем временем в Бишбулякском районе продолжается работа по реставрации и возведению новых обелисков, посвященных героям Великой Отечественной, локальных войн и спецоперации. Жители сел и деревень не только собрали деньги на мемориалы, но и сами принимают активное участие в строительстве. Мой коллега Азат Садреев встретился с ними. На месте бывшего пустыря жители Сидякбаш решили построить еще один мемориальный комплекс. В деревне уже есть обелиски ветеранам Великой Отечественной, но не было памятника участникам локальных войн в Чечне и Афганистане, СВО. Здесь же можно будет почтить памяти погибших в гражданской войне. На территории нашей деревни было очень, мощное боевое столкновение между белогвардейцами и красногвардейцами. И поэтому мы не можем не почтить память. Большим подспорьем для сельчан стала победа в конкурсе по ПМИ. Свой парк они назвали «Патриот». И центральное место в нем займет православный храм великомученика воина Иоанна, которому молятся за всех, кто на войне или на службе. А жители соседней Ивановки ведут работу по строительству нового обелиска полностью за свой счет. И хотя здесь уже осталось не так много подворий, память о своих героях помогли сохранить уроженцы деревни. Должны наши дети все это знать. Внуки. И как-то везде есть, во всех селах, деревнях. А почему в Ивановке не должно было это быть? Мы решили это сделать, собрали деньги и сделали, организовали. Вот все это сделали. Многие жители спрашивали, как они родственники между собой. Ну, я и решила написать, составить родословные семей Семеновых, Ивановых и Матвеевых. Так получилось, что все решили создать вот этот памятник для того, чтобы помнили своих дедов и отцов.
Работа кипит и в Кингир-Миниузовском сельсовете. Раньше в деревне Розаевка тоже не было обелиска с именами героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Жители решили исправить эту ситуацию. Молодежь-то все равно помнит, но чтобы они знали лучше своих дедушек, бабушек, например, решили из-за этого сделать в этой деревне именно выходцев с этой деревни, как бы вернуть их сюда, и чтобы они тут были. Кто без вести пропал. Всех, чтобы люди приходили и видели, гордились своими дедушками и бабушками. Список имен на обелиске формировали все уроженцы деревни. Создали специальный чат, в который скидывали документы. Затем приняли участие в сборе средств и теперь активно помогают в строительстве. Так вышло у нас, что 41 павшие и 41 вернулись. Но когда начали всю зиму собирали, пятерых добавились, которые вернулись с победой. Они оказались выходцы с нашей деревни. Но в этом списке у меня шестеро моих дядялар. Бишбулякцы хранят память о своих героях не только в мемориалах и обелисках. В честь ветеранов названы и благоустроенные родники. Например, этот носит имя Аухади Исламова, пропавшего без вести в 41-м под Ленинградом. Бишбулякский район считается краем родников. Их здесь более 270. И многие названы в честь погибших героев и защитников Отечества. Жители трепетно относятся к памяти своих предков, передавая их истории из поколения в поколение. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Виктор Демидов. Итоги недели. В Башкортостане будут выпускать сыр с белой плесенью. Участие в запуске нового цеха на Белебеевском молочном комбинате принял глава республики Ради Хабиров. Оборудование, работающее на предприятии по изготовлению мягких сыров, является уникальным даже в пределах страны. В рамках рабочей поездки в Белебей Ради Хабиров посетил и другие объекты. Подробности расскажет Динар Таймасханова. Момент действительно долгожданный – открытие нового цеха мягких сыров. Работа начиналась еще 5 лет назад. Позже из-за санкций запуск откладывался по срокам. Однако слаженная совместная работа привела к тому, что на прилавках магазинов появятся сыры для самых искушенных гурманов. Здесь есть иностранные инвестиции. Самое главное, благодаря иностранным инвестициям здесь есть иностранные технологии высочайшего качества. Они, собственно, позволяют делать вот такой уникальный продукт. Я действительно говорю, что он уникальный, потому что такого мы не делали. И он производится в таких достаточно больших промышленных масштабах. Поэтому я считаю, это большое достижение. Планируемый объем выпуска мягких сыров до 3000 тонн готовой продукции в год. Производство, развернутое на Белебеевском молочном комбинате, уникальное даже в пределах страны. Оборудование здесь полностью автоматизировано, а для продуктов это полезно. Чем меньше внешнего воздействия, тем выше качество. Вот так выглядит тот самый сыр сорта «Суприм». В этом помещении при определенных температурах в течение недели он, так сказать, дозревает, покрываясь белой корочкой плесени, а внутри при этом остается мягким. В этом и его уникальность. Сыр с белой плесенью называют еще живым за счет цветущей корки. По типу «Суприм» можно сравнить с камамбером. Новая продукция разъедется по всей стране, высокий спрос на нее уже есть давно. Ассортимент на заводе планируют увеличивать и в дальнейшем. Мы раньше выпускали полутвердые сыры и твердые сыры по типу пармезана. Но сейчас у нас акцент на мягких сырах, потому что это новое производство, уникальное производство, и оно востребовано в России. Жители России, им нравится, они любят заграничные сыры, они ими восхищаются. Но когда они покупают нашу продукцию, они даже представить не могут, что это произведено в Башкортостане. Также во время рабочей поездки в Белебей Ради Хабиров посетил предприятие по выпуску оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. 7 лет назад оно стало первым резидентом территории опережающего развития Белебей. Во-первых, резиденты ТАСЭР получают налоговые преференции, благодаря чему объем инвестиций в наше предприятие сама компания увеличила. То есть мы как раз построили цех, в котором сейчас находимся, и также еще один цех и здание АБК. Предприятие сейчас ставит перед собой задачу цифровизировать и автоматизировать производство. Глава Башкортостана обсудил с руководством компании планы дальнейшего расширения производства. Рассказать же о новых проектах можно на промчасе или инвестчасе
который проводит руководитель региона. 10 тысяч производственных помещений, более 300 человек работает, оборот превышает 2 миллиарда. И самое главное, они зашли в нишу поставок для крупнейших газонефтяных компаний, что достаточно нужна интеллектуальная работа. Они видели же очень сложные, в общем-то, изделия готовят, связанные с нефтедобычей, газодобычей. Вот им это удалось. В Белебее Ради Хабиров также заглянул в гости к ветерану Великой Отечественной войны. С праздником, Байраманен. Как здоровье? Айбетно. Габдрауфу Гарееву в апреле исполнилось 99 лет, но возраст на его активность и бодрость духа никак не повлиял. Глава республики пообщался с ветераном, поздравил с 80-летием Победы. В подарок Габдрауфу Саляховичу Ради Хабиров привез именные часы главы Башкортостана, которые ему и вручили. Ветеранов в республике становится с каждым годом все меньше, и они нуждаются в особом внимании и заботе. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев, Иван Шабрин. Итоги недели. На неделе объявили 12 победителей республиканского конкурса «Трезвое село». Главный приз получила команда из села Белянка Белокотайского района в размере 6 миллионов рублей. Жители направят их на благоустройство и развитие туризма. Лауреатов денежных премий выбрали из более чем 1000 заявок со всего Башкортостана. Главная цель масштабного события заключается в том, чтобы побуждать сельчан к добрым делам, вовлекать их в общественную деятельность, пропагандировать здоровый образ жизни. По инициативе главы республики призовой фонд увеличили до 48 миллионов рублей. А тех, кто меняет мировоззрение и почему люди выбирают путь трезвости, расскажет Даниль Байков. Белянка Белокотайского района! Представители команды из Белокотайского района до сих пор не верят в то, что они стали главными призерами конкурса «Трезвое село». Жители села Белянка шли к победе 2 года. Населенный пункт расположен в живописной части северо-востока региона на границе со Свердловской и Челябинской областями. Там активно развивается туризм, сохранилось искусство тамбурной вышивки и проводится фестиваль башкиры берегов Уфы. 3 конкретных этих основных мероприятия лягут в основу туристического развития этой деревни. То есть мы предполагаем, что это будет этнодеревня. Этнодеревня на основе тамбура. У нас будет мастер-класс. Одна из целей – это благоустройство, естественно. Это облагораживание, красивый вид, чтобы было уютно, красиво и улучшение жизненных условий. Зрители из числа жителей Абзелиловского района бурно аплодировали своим землякам из деревни Казмашево. Они заняли первое место в номинации «Большие населенные пункты», завоевали 5 миллионов рублей. Сельчане сформировали дружную команду, проводят спортивные турниры и помогают участникам СВО. Мы для себя поставили цель, что займем первое место и на призовые деньги купим для деревни нашей экскаватор-погрузчик для нужд, соответственно, деревни нашей Казмашево. Съездили 2 раза в зону специальной операции и отвезли нашим ребятам мобильные бани. 2 штуки. Поддержать казмашевцев приехали и солисты фольклорного ансамбля «Илекле-Кыр». Активная деятельность жителей деревни дают новый импульс развитию территории. Улучшается это не можно сказать, что это за день делается. Трезвое село наша молодежь поддерживает. Трезвое село – это прежде всего конкурс, на котором люди делятся духовным богатством культур народов Башкортостана, живущих в дружбе и единстве не 1 десяток лет. Всего же на конкурс «Трезвое село» приехали более 600 человек из разных уголков республики. Участники события представили одежду, предметы народного быта. К примеру, эти куклы одеты в национальные костюмы удмуртов, проживающих в Башкортостане. Таким способом детям прививают любовь к родной культуре. Из 1000 конкурсантов победителями признали 12 сел и деревень региона. По инициативе главы Башкортостана призовой фонд увеличился до 48 миллионов рублей. Трезвое село. Он оказался наиболее успешным последние годы социальным проектом. И я вижу, что динамика его распространения, она настолько велика, что скоро нашему примеру последуют и другие субъекты Российской Федерации. Потому что он показал свою адекватность как раз тем чаяниям и стремлениям нашего населения. Происходит перезагрузка сельской жизни, и поэтому, конечно, села там до и после участия в проекте – это 2 разных села. И поэтому, вне зависимости, какое место занимает село, оно, конечно, в таком глобальном смысле в большом выигрыше. Чествовали и активистов.
Агля Кучумов – мастер спорта и неоднократный участник международных турниров по спортивной ходьбе. Сейчас ему 87 лет. И он до сих пор помогает своей малой родине, деревне Катаево Бакалинского района. В деревне у нас не увидишь пьяного человека. Это лет 30-40, если там было что-то, а сейчас теперь там все живые, все трезвые. За 6 лет в региональном конкурсе приняли участие более 3000 человек. Желающих с каждым годом становится все больше. Организаторы отмечают, главная цель масштабного события заключается в том, чтобы побуждать сельчан к добрым делам, вовлекать их в общественную деятельность, пропагандировать здоровый образ жизни, а также разнообразить досуг за пределами города, показать альтернативу, что без алкоголя жизнь складывается куда лучше. Даниил Байков, Артур Ханов, Родион Матвеев, Иван Шабрин. Итоги недели. Сплошные мифы. Специалисты опровергли все опасения, которые тревожат жителей в связи с возможным строительством горно-обогатительного комбината на территории Абзелиловского района. На данный момент в муниципалитете проводят лишь геологические изыскания, а те исследования, которые параллельно устраивают специалисты различных ведомств, говорят о напрасных сомнениях касаемо предполагаемых угроз. Обо всем подробнее расскажем далее. Абзелиловский район – край с богатой историей и уникальной природой. Один из самых зеленых муниципалитетов республики, живущий в основной массе за счет туризма. Именно поэтому появление любого промышленного предприятия жители воспринимают настороженно. Так было, например, с началом строительства завода по производству белого цемента, на котором теперь создано более 200 рабочих мест. Похожая ситуация и сейчас, когда обсуждают появление горно-обогатительного комбината. Мы хотим действительно жить в чистом, экологически районе, чтобы все было хорошо, чтобы светило солнышко, было чистое озеро. И мы были счастливы и спокойны. А уже к пенсионному возрасту продали все в Магнитогорске и просто переехали сюда, что хотели пожить вот оставшиеся, сколько нам дано, вот здесь вот действительно в этой природе и в чистом воздухе. Главные вопросы – экология, загрязнение воздуха и воды. Сомнения жителей понятны, но необоснованно, утверждают представители инвестора и специалисты. Сотрудники химико-радиометрического центра, например, опровергли, что в зоне возможной добычи есть радиационные захоронения. Исследования проводились с применением специальных профессиональных дозиметров, которые проходят ежегодную поверку, соответственно, обеспечивают высокую точность измерений. По результатам выявлено не было загрязнения, повышенного радиационного фона по сравнению с фоновым не наблюдалось, не зафиксировано. Соответственно, каких-то аномальных явлений не наблюдалось. Не нашли подтверждения и опасения о якобы имеющихся захоронениях животных, погибших от сибирской язвы. И этот миф развеяли сотрудники Роспотребнадзора. По данным Госкомитета Республики Башкортостан по ветеринарии сообщаем о том, что сибирь-язвенные скотомогильники на территории Республики Башкортостан, в том числе на территории Абзелиловского района, отсутствуют. Встречи с жителями близлежащих населенных пунктов проводятся на регулярной основе. Лучше всего ситуацию можно показать на примере схожих предприятий, которые уже не первый год работают в соседней Челябинской области. Там уверяют, озера и реки останутся целыми и невредимыми. На комбинатах применяется замкнутый цикл оборота воды. Михеевский ГОК работает на замкнутом цикле водооборота, то есть сброс во внешнюю среду воды не осуществляется. Наоборот, идет потребление отчасти из этого ГТС для обеспечения нужд производственного водоснабжения. Вода – это жизнь, все мы понимаем. Поэтому забота о речках, большой кизил, малый кизил – это наша ответственность. Наша деятельность должна быть сбалансирована с заботой о природе. Мы не горно-металлургическое предприятие, мы не химическое предприятие. Флора и фауна, по словам сотрудников предприятия, также не пострадает. Эти слова подтверждают и охотники. На той территории, где находится ГОК, на самом деле там было хорошее скопление и косули, и были переходы лося. Ну, поставили забор, косуля просто сместилась. То есть вот мы охотники, да, я вам скажу, что больший фактор беспокойства приносит это вот все-таки браконьерская охота, когда гоняют дичь. Но есть и явное отличие от ситуации с Челябинской областью. В соседнем регионе, например, работает и медиплавильный завод. В Абзелиловском районе такое предприятие не планируется. Здесь будут исключительно добывать руду, уверяет инвестор. Горно-обогатительное производство, еще раз говорю, не повторяет никаких выплавок металла, никаких выбросов труб и так далее, что предусматривает
горно-металлургическое производство. Все по современным методам, без пыли и запаха. На подобных производствах уже давно внедряют систему пылеподавления. Все пылящие поверхности орошаются. Все узлы пересыпа руды максимально строятся с закрытыми. Транспортировка максимально осуществляется по закрытым галереям. То есть единственное возможное воздействие на атмосферный воздух, связанное с пылением, максимально локализуется и минимизируется всеми возможными способами. Именно место ведения работ, оно локализовано небольшим участком, связанным с залеганием недр. И этот участок никак не повлияет на непосредственно хребты и горы. В производство планируют инвестировать 40 миллиардов рублей. Будет создано 1500 новых рабочих мест, что беспрецедентно в масштабах района. Сейчас многие вынуждены ездить на вахту в другие регионы. Если предприятие построят, зарабатывать можно будет рядом с домом. В сегодняшний день уже на Томинском ГОКе 10 человек работают с Абзелиловского района. При этом здесь еще комбината нет. То есть мы уже сейчас занимаемся тем, что подготавливаем будущие свои кадры для того, чтобы запустить комбинат. И также мы думаем о будущих специалистах. Мы запустили программу целевого обучения для учеников Абзелиловского района, где также за счет предприятий готовы обучать и с последующим гарантированным трудоустройством на комбинаты наши партнеры, либо на наш будущий комбинат. Любые работы, в том числе возможное возведение предприятия и его деятельность, будут под тщательным контролем Росприроднадзора. И тут, как говорят, ни шагу влево или вправо. Все очень строго. С момента получения лицензии предприятие автоматически становится на контроль управления и находится на этом контроле до момента исполнения всех обязательств по данной лицензии. Исполнение этого природоохранного законодательства жестко контролируется управлением. Строительство горно-обогатительного комбината – это инвестиции в экономику района и, как следствие, его развития. Открытый диалог призван помочь сделать процесс реализации проекта максимально прозрачным. Следует отметить, что пока планируются лишь геолого-разведочные работы. То есть специалисты будут только изучать, есть ли в районе необходимые залежи металла. Лишь в случае подтверждения запасов меди его реализация возможна с 2029 года. Ну а теперь авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафутдинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Здравствуйте, я Руслан Шарафутдинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Минувшая неделя была богата на события. Каждый день в нашей родной Башкирии что-то происходит. Что-то интересное, важное, полезное. Движуха по всем направлениям, будь то экономика, помощь специальной военной операции, креатив или социалка. Но на двух крутых событиях хотелось бы акцентировать ваше внимание подробнее. В минувшую пятницу состоялся итоговый форум проекта «Атайсал», который красиво зафиналил зональное мероприятие всего атайсального сезона. Вообще «Атайсал» – это уникальный проект, аналогов которому нет в стране. В реале за 4 года своей активной жизни он стал настоящим народным движением. Можно сказать, уже целая планета «Атайсал». Неважно, где ты живешь и работаешь, в Москве или Хабаровске, Китае или Африке, Сочи или на Крайнем Севере. Но если ты рожден в Башкортостане, ты чувствуешь силу Отечества и помнишь свое отчество. Если взять весь Атайсал за 4 года, то это более 30 тысяч проектов разного калибра на огромную сумму – 1 700 000 000 рублей. Но все-таки Атайсал – это не столько цифры, хотя они впечатляют, сколько духовная близость и сплочение и всего общества, и отдельно взятого села. И это не только и не столько про деньги, сколько про сопричастность. Нет денег – возьми лопату, сварочный аппарат, молоток. Сделай что-нибудь своими руками. Родник, памятник, колодец. Атайсал объединил тысячи людей, независимо от национальности и религии, вокруг своей малой родины. Через годы и расстояния они чувствуют силу отеческой земли и находят в себе желание и возможности ей помогать. Еще один уникальный социальный проект из Башкирии, заслуживающий внимания, причем федерального, это «Трезвое село». Проблема пьянства на селе – это вопрос его выживания. Только ленивый не говорит об этой российской беде сегодня. Но для того, чтобы похмелье, деградация нашего села не было таким горьким, давно пора что-то предпринять. Но говорить – это одно, а вот совсем другое – придумать и внедрить что-то реально работающее, помимо запретов и ограничений, одними которыми проблему точно не решить.
Наш башкирский проект «Трезвое село» – это блестящий и суперуспешный пример такого креативного подхода. Честно говоря, за последние 5 лет своей второй жизни популярность акции «Трезвое село» превзошла самые смелые ожидания. Все районы бьются всерьез за награды конкурса, призовой фонд которого достиг 48 миллионов рублей. Села-победители по 4 номинациям получают многомиллионные призы, которые можно направить на благоустройство своего населенного пункта. И каждый этот призовой рубль окупается до копейки, безусловно. Это видно невооруженным глазом. Достаточно побывать в зале, где команды районов и сел защищают перед представительным жюри свои проекты. Здесь нет ни капли показухи или перегара формализма. Все по-настоящему. Много критериев, которым надо соответствовать, и спрос с участников самый серьезный. Да, 5 миллионов – большие деньги для условного сельсовета, который не избалован бюджетом и хронически испытывает дефицит средств на общие нужды. Но здесь мотивация не только материальная между нами. Организаторам проекта и прежде всего Всемирному Курултаю Башкир удалось создать атмосферу конкуренции. Победить в трезвом селе очень непросто, и это стало престижным. Муниципальное образование капитально подходит к участию в конкурсе, и презентацию села возглавляет лично глава района. Для того, чтобы у села было будущее, там должны быть не только школа, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры, но и трезвость. И благодаря целому комплексу мер у нас в Башкирии в последние годы в разы уменьшилось число смертей от суррогатного алкоголя. Что объединяет эти крутые и уникальные социальные проекты, в которые заложен глубокий смысл и настоящие духовные скрепы? Генеральным продюсером и вдохновителем обоих стал Ради Хабиров. Таким и должен быть настоящий лидер, способный вести за собой остальных. Причем иногда не благодаря, а вопреки обстоятельствам. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких, побеждайте себя и обстоятельства. Все будет хорошо. В Уфе жители многоэтажных домов напуганы провалами в своем дворе. Дома стоят в местности, подверженной карстовым процессам, говорят геологи. В этом году пустоты образовались и в Черниковке, и в центре города. Сейчас обвал напугал уже жителей улицы Загира Исмагилова. При том, как утверждают местные, это не единичный случай за последние месяцы. Подробности далее. Я там посмотрел внутри, там пространство где-то в глубину, наверное, метров, вот эта труба какая-то проходит. А там даже еще дырка, наверное, глубина метров 5. Портал в ту сторону. Портал, пещера – все это попытки местных жителей дать название этому пугающе неизвестному для них явлению. Ну, если честно сказать, я даже дна не видел, потому что и фонариком светили, ничего абсолютно видно не было. То есть шириной, и как будто вот по детскую площадку тоже провал уходил. Станислав – это тот, благодаря кому, возможно, стоящая на обвале легковушка не повторила судьбу печально известной «Лады Калины». Сначала просел асфальт. После, когда приехали рабочие и вскрыли дорожное покрытие, оказалось, что это была только верхушка айсберга. Мы переживаем за своих детей. Если оглядеться, есть такие провалы, да, именно они начались после строительства вот этих 3 домов. Внизу и таунхаусы у нас тоже стоят, и там тоже проблемы появились. Асфальт начал проваливаться. На то, чтобы заполнить образовавшуюся полость, потребовалось несколько грузовиков. Но вскоре асфальт начал проседать и в других местах. Ну, я боюсь, конечно, не только за свою жизнь. У меня еще тут сын больной есть. Если что случится, например, выпрыгивать в окно, мы не станем, да. Ну, теперь у нас вот тревога на душе, конечно. Вчера женщина говорит, я всю ночь, говорит, не спала. Надо, говорит, продать квартиру. Я говорю, кто купит твою квартиру, вот если раз знает? Это как раз тот гипс, который размывается и образует полости. Этот гипс, он взят с этого разреза, да, вот тут он рядом именно с нашим районом, с нашей проблемной точкой. Уфа и треть территории Башкортостана находятся в зоне опасных карстовых процессов. В советские годы и разговора не было о застройке этого района. В начале века были проведены новые изыскания и принято решение о многоэтажном строительстве с использованием укрепляющих технологий. Нужно, чтобы были проведены исследования уже вот в данной ситуации, потому что я уже говорила, изыскания проводились там перед строительством, это всегда делается именно так. Прошло уже сейчас 25-й год, и, как мы видим, уже появилась какая-то другая техногенная нагрузка. Тут тоже делали изыскания, я знаю, но именно влияние данного сооружения на
уже существующее, этого вам ни один специалист не скажет, пока не будут проведены исследования, как это влияет или не влияет. И еще нужно понимать, что вот этот вот провал, да, крупный, он не произошел вот так в одночасье. То есть в любом случае этот процесс шел. Но что-то в последнее время на него повлияло. В одном из домов, стоящем недалеко от провала, жильцы и до этого фиксировали трещины. Были даже установлены маячки для мониторинга ситуации. Жильцы нашего дома стали писать в чате, что трещины стали увеличиваться. У кого-то даже в квартирах трещины. Я года 2-3 уже слышу, как что-то сыпется за стенкой. Вначале я не понимала, что это. Но когда стал вопрос, что появились трещины, то есть поняла, что это сыпется крошка между стыком, где находятся подъезды. Первое, что необходимо было сделать, считают специалисты, это ликвидировать провал путем засыпки и послойной утрамбовки жирной глины. Второе – выявить причины его возникновения и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Как правило, так и происходит. Происходит сначала провал, а потом вокруг него происходят повторные провалы. Поэтому просто пускать на самотек и надеяться, что там ничего не произойдет, это грубейшая ошибка. Тем более, что в нескольких метрах от образовавшегося уже провала там назревает новый, который произойдет в ближайшее время, там, дни, недели, месяцы, не годы. Он произойдет обязательно. По всем признакам он аналогичен тому, что произошел, и они взаимосвязаны. Каждое утро жильцов дома начинается с осмотра места, которое сейчас вызывает у них больше всего тревоги. Асфальт здесь уже просел. И вновь заглядывать вглубь земли, несмотря на зрелищность процесса, у них нет никакого желания. Анастасия Ильчебаева, Дан Хамитов. Итоги недели. Движение по новой автомагистрали Дюртюли-Ачит планирует запустить уже этим летом. Средняя готовность Красной дороги 87%. Она войдет в состав продолжения федеральной М-12 «Восток» до Екатеринбурга и пройдет по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Так сократится время в пути, повысится инвестиционная привлекательность регионов, а еще это поспособствует развитию туризма, появлению новых предприятий и рабочих мест. Наш корреспондент Алия Ильтубаева расскажет подробнее об этапах производства асфальтобетона и его особенностях укладки на башкирском участке трассы. Мы определяем процессные характеристики на 7-е сутки, на 28-е сутки. То есть, если на 28-е сутки данный бетонный кубик набирает требуемую прочность, то мы одобряем. Вопросы качества и контроля при строительстве дорог, а особенно такого масштаба, первостепенен. Перед закупкой составы асфальтобетонных смесей проходят тщательные испытания. Мобильная лаборатория контролирует все этапы строительства, от земляных работ до укладки покрытия. При ежедневной поставке материала мы обязаны выезжать на те места, там, где он складируется: пески, грунты, песчано-гравийные смеси, асфальтобетон, бетон, битумные вяжущие и также щебни разных фракций. Песок должен быть у нас фильтрующим. В случае, если он не будет фильтровать воду, то есть он грязный, то на данных участках возможно образование пучины. Соответственно, дорога может поплыть. В современной лаборатории устройства имитируют укладку асфальта, а еще уплотняют и формуют состав. Дальше инженеры-лаборанты раскладывают горячую смесь. Это нужно, чтобы определить пригодность образцов и содержание в них воздушных пустот. Пробы выдерживают сутки, а затем испытывают в воде. Так специалисты получают характеристики, максимально приближенные к производственным показателям. На сегодня мы суммарно выходим, что вот этот завод произвел около 600 тысяч тонн. Очень хороший показатель для российского завода. Лабораторные испытания подтверждают по колейности, по трещиностойкости, по другим показателям, что асфальт должен простоять. Вот этот свой нормативный период гарантийный в 10 лет он должен отстоять. Речь идет о покрытии автомагистрали Дюртюли-Ачит, которая войдет в состав скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, пересекая Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. В нашей республике главная и сложная работа уже завершена. Больше 800 метров переправы через реку Белая при сложных погодных условиях возводили порядка 700 рабочих и свыше 50 единиц техники. 11 опор моста построили по уникальной технологии, которая значительно сократила сроки строительства. Раньше при устройстве опалубочных систем использовали зарубежные конструкции, но сейчас российские технологии ничуть не уступают по качеству и полностью адаптированы под наши условия.
По словам экспертов, для гарантии моста в 1 век установлены массивные опоры. На береговых зонах, предупреждая подмытие, сделали конуса, а дорожники усиляют защиту от косов. Сооружение уже прошло первичные испытания и действует в техническом режиме. Клали препятствия искусственно, если появлялось на дорожном полотне. Резкие торможения делали, чтобы мост испытать во всех позициях. При нагрузке были использованы 12 самосвалов общим весом, каждый по 35 тонн, да. И также были мультицепки. Все 140 километров дороги по нашей республике построены с нуля. Для недопущения просадки насыпей и разрушений на подходе к реке предусмотрели конструкцию из грунтоцементных свай и не только. Геоспан, высокопрочный такой материал геосинтетический. Укладывается он на естественное основание. Перед этим, конечно, уплотняется где-то основание, если есть возможность, да? Укладывается материал. 3 слоя насыпи отсыпается с уплотнением, с послойным там, толщиной 30 сантиметров, то есть 60. Так ведь заворот делается. Дальнейшая опять оболочка. Сейчас продолжают укладывать асфальт, освещать трассу, устанавливать ограждения, бордюры, опоры под дорожные знаки, наносят разметку и монтируют шумозащитные экраны. В среднем все 3 участка готовы на 87%. Завершить работы и полностью открыть движение планируют уже этим летом. До конца года трассу продлят до Тюмени, а через 5 лет поэтапно доведут до Владивостока, создав транспортный коридор через всю страну. Алия Альтубаева, Денис Селезнев. Итоги недели. День эпоса «Урал-Батыр», международное соревнование по пожарно-спасательному спорту и открытие мотосезона. Об этом и других событиях, произошедших на неделе, короткой строкой расскажет мой коллега Эмиль Басареев. Глава Башкортостана Ради Хабиров предложил ежегодно в июне проводить День эпоса «Урал-Батыр». Об этом руководитель региона заявил на Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, который прошел на неделе. В форуме приняли участие 650 делегатов. Главной темой стали вопросы сохранения родного языка и обучения ему через цифровые приложения. В Уфе мероприятие прошло на 9 площадках. К примеру, в кампусе Евразийского научно-образовательного центра на площадке Хомай участники рассмотрели проекты на башкирском языке в интернете с современными подходами. В Уфе прошли международные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Судьи выявляли сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Причем не только мужчин, но и женщин. В церемонии открытия участвовал глава Башкортостана Ради Хабиров и заместитель министра России по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вячеслав Гудко. По итогам всех дней среди женщин первое место заняли россиянки, среди мужчин представители Белоруссии. Победители турнира в Уфе поедут на чемпионат мира в Саудовскую Аравию. В Уфе запустили республиканский реабилитационный центр для участников СВО на базе санатория «Зеленая роща». Он заработал по инициативе главы региона. Первые 10 бойцов бесплатно пройдут 2-недельную реабилитацию за счет сертификатов. Отдельный новый корпус планируют открыть к концу года. Сейчас проводится проектирование. В течение 3 месяцев здание отремонтируют и частично реконструируют, создав условия для маломобильных. Расширят проемы и установят новый лифт. Уже 1 июня центр примет следующую группу из 20 бойцов. Единство в памяти, сила в подвиге. Агитпоезд Минобороны России прибыл в Уфу и представил жителям трофейную военную технику. Столица Башкортостана стала 25-м городом на пути эшелона. В составе поезда тематически оформленные вагоны с уникальными экспонатами, посвященными Великой Отечественной войне и современным вооруженным силам России. На перроне собрались участники СВО, кадеты, юнормейцы, представители ветеранских и патриотических организаций. В Уфе официально открыли мотосезон. Более сотни мотоциклистов отметили это пробегом по улицам столицы. Точкой старта стала площадь перед ДК моторостроителей. Открытие мотосезона в этом году посвятили 80-летию со Дня Победы. Клуб «Мотополк», занимающийся техникой середины прошлого века, представил восстановленные мотоциклы 50-х годов.
Сегодня в Уфимском парке «Волна» появились лоси. Обитатели леса неожиданно вышли в одно из излюбленных мест отдыха горожан. Парнокопытные неспешно прогуливались по парку, совершили заплыв через пруд, а далее продолжили свой путь по дворам Затона. Информацию о диких животных уфимцы передали в Минэкологию. Специалисты напоминают, что не стоит пытаться подходить к диким животным, пытаться покормить или же напугать. Такие крупные животные, как лоси, могут ответить агрессией. Сегодня из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих. Это 60 бойцов, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, и те, кто заключил контракт. На площадку они приехали со своими близкими и родными. Солдаты провели 2 недели краткосрочного отпуска дома, решали семейные вопросы и отдыхали от боевых будней. После государственных гимнов на построение с напутственным словом к военнослужащим обратились представители военного комиссариата. Далее бойцам дали время попрощаться с близкими. Дома героев ждут с победой, а главное целыми и невредимыми. Военнослужащие забирают из родных мест посылки не только для себя, но и для сослуживцев. В зону СВО их доставят на автобусах, выделенных республикой, в сопровождении ГАИ и сотрудников Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Ну, работаем потихоньку. Вот отпуск пролетел, конечно, 2 недели. А так, всей республике спасибо. Всегда поддерживают, всегда приезжают. За это огромное спасибо. Бронзовых призеров чемпионата КХЛ хоккеистов Салавата Юлаева наградили заслуженными медалями. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Глава республики Ради Хабиров вместе с вице-президентом лиги Андреем Точицким поздравили уфимский клуб с выдающимся результатом и приняли участие в церемонии награждения. Напомню, юлаевцы впервые за 6 лет дошли до полуфинала чемпионата. В этот сезон команда Салавата Юлаева показала рекорд посещаемости, потому что регулярка была очень интересная, яркая, насыщенная, и результат по итогам регулярки был очень достойный. Поэтому только одни слова благодарности и слова надежды. Нам еще очень приятно, что, поскольку мы в Башкирии живем, в Башкортостане, нам очень приятно, что в составе команды, вот этой молодой задорной команды, 12 выпускников хоккейной школы Салавата Юлаева. Мы это очень здорово приветствуем. Очень приятно, действительно очень почетно присутствовать сегодня здесь. И от имени президента континентальной хоккейной лиги Алексея Алексеевича Морозова, от имени всей нашей континентальной хоккейной лиги, и, конечно, от себя лично, от всей души иметь честь поздравить вас с завоеванием бронзовой медали чемпионата континентальной хоккейной лиги. Организаторы мероприятия подготовили видеонарезку ярких голов игроков Салавата и эффектных спасений ворот в исполнении уфимских голкиперов в регулярном чемпионате и в плей-офф. В играх на вылет уфимцы в 7 матчах обыграли сначала Новосибирскую Сибирь, затем московский «Спартак». Сразу после награждения юлаевцы поделились эмоциями от незабываемого сезона. Для большинства хоккеистов и наставников команды это первые медали в КХЛ в карьере. Смотришь, через что ребята прошли, через что сделала, какой большой шаг вперед сделала сама организация, да, и опять же вернусь, насколько было приятно сделать праздник для республики, для наших болельщиков, что мы так долго играли в хоккей и выиграли бронзовую медаль. Все ребята молодцы, весь сезон старались, бились, поэтому столько приятные слова могу про них сказать, потому что у нас очень много молодых ребят, у которых вообще это первый сезон не то, что в плей-офф сыграть, а и вообще в КХЛ. И они не стушевались. Только самые яркие эмоции от того, что мы в мой первый сезон, в дебютный сезон завоевали сразу же бронзовые медали. Получился такой успешный сезон, можно сказать. И то, что в плей-офф я играл регулярнее, чем в регулярке, это, наоборот, более помогало мне играть в тонусе. И стало известно, что Виктор Козлов остается в Салавате Юлаеве. Главный тренер хоккейной команды подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на 2 года. Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года, а до этого он 2 сезона был ассистентом главного тренера. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом ВСТ. До свидания.